В эфире новости, в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. В начале коротко о темах часа. На помощь республике приехал отряд Федерального медико-биологического агентства. Уже на протяжении 2 недель врачи отряда работают в Якутске. Новая современная школа-сад распахнула свои двери для учеников и воспитанников. В селе Актемцы состоялась торжественная церемония открытия. Полковник полиции в отставке написал детектив, основанный на реальных событиях. В Нерюнгри состоялась презентация книги. Расскажем об этом подробнее. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации. В этот день 99 лет назад был принят важнейший документ, заложивший основу формирования в стране государственной системы охраны здоровья. С работой специалистов санэпидслужбы ознакомилась Марфирина Алексеева. На плечах специалистов санитарной и эпидемиологической службы лежит груз национальной безопасности страны. Вся история санэпид-Якутии связана с борьбой с эпидемиями, профилактикой заболеваний, обеспечением надлежащих условий жизни, труда, отдыха и обучения населения. Результатом многих лет напряженного и беззаветного труда якутских специалистов, кому выпало жить и трудиться в первой половине 20-го столетия, стала победа над проказой, трахомой, цингой, сыпным и брюшным тифом, малярией и успешное противостояние туберкулезу. В сегодняшних условиях пандемии COVID-19 их труд особенно ценен и важен. Ежедневно в Центре гигиены и эпидемиологии города Якутска сотрудники проводят исследования и обрабатывают более 500 проб на COVID-19. В этом боксированном помещении, ламинарных боксах, проводится исследование на SARS-CoV-2, COVID-19, пробоподготовка, выделение нуклеиновых кислот, в частности РНК, и пробы передаются через шлюз для ПЦР-исследований. После выделения РНК проводится дальнейший этап – это обратная транскрипция. Следующий этап – это ПЦР, проводится в этом ламинарном боксе. На этих аппаратах ротори, биоради, ДТ-технологии, ДТ-праймер проводится детекция продуктов амплификации. Несмотря на увеличившийся объем работ, в штатном режиме проводятся плановые исследования. Лаборатория зоопасных инфекций занимается исследованием особо опасных инфекций. Это сибирская язва, тулеремия, бруцеллез, холера, псевдотуберкулез, кишечный иерсинез, легионеллез. Все лаборатории работают высокоэффективными, высокочувствительными методами исследований, используя самые передовые технологии. За почти 100 лет существования службы ее функции расширились. Сочетание системного подхода к борьбе с эпидемиями в дуэте с новейшими научными разработками позволяют встречать опасные заболевания во всеоружии. Большой вклад сотрудников Роспотребнадзора в организации работы по предупреждению и предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции не прошел незамеченным. Указами президента Российской Федерации, орденом Пирогова награждены 11 сотрудников нашей службы и 4 специалиста медалями Луки Крымского. И отмечая наш профессиональный праздник, предюбилейный год, мы поздравляем наших уважаемых ветеранов службы, всех работников с праздником, Днем Государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, счастья, ну и удачи. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Якутск. Между тем, вот уже 2 недели 3 врача-реаниматолога сводного отряда Федерального медико-биологического агентства работают в Якутске. Напомним, в связи с регистрацией высокой заболеваемости COVID-19 в регионе, а также нехваткой медперсонала Министерством здравоохранения республики был организован приезд медиков агентства. Так, благодаря отряду было развернуто дополнительно 9 реанимационных коек, 6 в Якутской республиканской клинической больнице и 3 в Мирнинской ЦРБ. Кроме того, с 14 по 24 сентября работу начнет и бригада профилактического медицинского осмотра. На профосмотр будет направлено более 500 участников тушения пожаров.
Но в основном, что я здесь работал, в Братске, в Иркутской области, в Симферополе, на территории Крыма, все мы работаем по одним стандартам, разработанным нашим Минздравом. И поэтому достаточно было просто влиться в работу. Мы друг друга, доктора, понимаем. Но какие-то новшества я здесь подчеркнул. Надеюсь, чего-то, может, мы тоже рассказали докторам. В селе Актемцы открыли новую школу-сад по нацпроекту «Демография». Новая современная школа-сад на 320 мест распахнула свои двери для своих учеников и воспитанников. На церемонии торжественного открытия учеников и учителей поздравил глава Якутии Айсан Николаев. Новую школу-сад начали строить в 2019 году, а уже через пару лет ученики переехали в современное здание. В школе предусматривается 220 мест для учеников, а садик примет 100 сельских детей. Глава Якутии Айсан Николаев вспомнил, что, исполняя обязанности главы республики, в 2018 году приезжал в село Актемцы и обратил внимание на устаревшее здание школы. На следующий день он поручил правительству республики разработать план строительства нового современного объекта школы-сада. А в апреле 2019 года была забита первая свая. Спустя всего 2 года открылось современное здание школы. Вот эта школа сделана просто на очень высоком уровне. Еще раз, архитектурные, дизайнерские решения как раз с точки зрения удобства детей, школьной мебели. В общем, я считаю, что школе саду в Актемцах очень повезло. Я рад, что сам принимал решение о начале строительства этой школы, сам забивал первую сваю. Ну и вот сегодня мы уже перерезали ленту, дети начинают учиться. Дорожные работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Якутске продолжаются. На данный момент в городском округе заасфальтировано 85% от общего плана. В Якутске в этом году вошли 44 объекта общей протяженностью свыше 59 километров. Из них 8 переходящих объектов протяженностью более 11 километров. Это является исторически рекордными объемами дорожного ремонта и дорожного строительства для Якутска. Плановый объем бюджетных средств на развитие улично-дорожной сети в рамках нацпроекта на текущий год составляет более 2 миллиардов рублей. Протяженность данной улицы составляет с улицы Заводской километр 961 метр. У нас в порядке 80% уже асфальтирование уже завершено. Регенерация также полностью все завершено. У нас это крайний объект 19-й. В рамках национального проекта БКАТ у нас проводятся работы по устройству бортовых камней и также асфальтирование остановочных площадок. Новая дорога, но уже в Ленске. Там появится 640 метров новой дороги. Такая потребность возникла в связи с появлением на карте города нового жилого квартала. Эти дома были возведены в рамках реализации программы переселения. Здесь же в недавнем прошлом построили новый детский сад на 315 мест. Соответственно, возникла потребность в благоустройстве. Сейчас маленьким воспитанникам теремка и их родителям некомфортно добираться до сада, и они задались вопросом, когда приведут в порядок территорию после стройки. Ответ им помогала искать моя коллега Анна Кожевникова. Требуют продолжения улицы. Новые адреса, появившиеся на карте Ленска, в жилом квартале, который был построен в рамках программы переселения. А новое дошкольное учреждение требует благоустройства прилегающей территории. Поэтому городские власти приняли решение проложить новую дорогу между высоток, которая будет вести к детскому саду «Теремок» с выходом на Нюйскую. Это будет продолжение улицы Якутской. Но пока родители и воспитанники детского сада «Теремок» в весеннее и осеннее время месят грязь, добираясь до здания. Кто-то относится терпеливо, понимая, что эти неудобства временные. Я вожу ребенка в детский сад «Теремок». Сейчас здесь очень грязно, то есть на протяжении с 1 сентября, как мы начали ходить, очень грязно, практически плывешь до садика. Но я так понимаю, что это временные трудности, потому что подрядчик, надеюсь, сделает прекрасную дорогу, и мы будем ходить по асфальту в садик. Но большинство родителей неоднократно обращались с жалобами и просьбами благоустроить прилегающую к саду территорию.
Я согласна строиться, но они строятся в одном месте. Садик находится достаточно на далеком расстоянии. И можно было хотя бы привести дорогу в порядок, чтобы родители не по глине это с детьми шли. Я езжу на машине, у меня нет столько проблем добраться до садика. Но родители, которые ходят пешком, а это дома рядом стоящие, им приходится делать полностью круг, чтобы пройти по сухой стороне. И просьбы были услышаны. Но строительство новой дороги – дело не быстрое и даже не одного года. Городская мэрия приняла участие в конкурсе Дорожного фонда Якутии с проектом улицы Якутской и получила финансирование около 60 миллионов рублей. Недостающие средства почти 23 миллиона, добавила районная администрация. На сегодня контракт уже заключен. Проект рассчитан на 3 года. В этом снос частного дома, расположенного в границах улицы Якутской, где должна пролегать дорога, перенос линии электропередач, вырубка деревьев. Отсыпка ПГС щебнем. Вот в этом году до 25 декабря у нас по графику мы должны выполнить все подготовительные работы, а в следующем году будет уже производиться дорожное полотно, асфальтирование дорожного полотна, тротуар, освещение, озеленение. А также будут сделаны съезды к домам. Все работы по благоустройству улицы Якутской и укладки асфальта, а это 640 метров новой дороги, должны будут завершиться в 2023 году. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. В Нейрунгринской городской библиотеке состоялась презентация детектива, основанного на реальных событиях. Автор книги – полковник полиции в отставке Сергей Байбородин. Несмотря на то, что город богат талантливыми писателями и поэтами, в этом жанре в Нейрунгре книга издана впервые. Книга под названием «Стрела Амура» – это проба пера Сергея Байбородина как писателя детективного жанра. Она была написана в прямом смысле на коленке. Еще когда Сергей работал в милиции, у него всегда проявлялась склонность к фиксированию. Он тщательно записывал, где, когда, какие преступления раскрываются. В памяти всплыли самые мелкие детали. Я даже помню, в чем были одеты каждый из оперативников, понимаете? Помню, что они говорили. Получилось так, что я мысленно себя перенес на эти 20 лет назад, и мне там стало хорошо. И пишу, я просто рассказываю. Сюжет детектива изложен таким образом, чтобы читатель чувствовал, что автор сидит напротив и рассказывает свою историю, поэтому читать ее легко самой широкой аудитории. Сказать правду, я не любитель детективного жанра. И принялась за чтение скорее из уважения. Но потом сюжет так увлек, что я не могла оторваться до последней строки. Незнакомому человеку событие может показаться плодом больной фантазии, выдумкой. Но я-то знаю, что это было на самом деле, совсем недалеко от моего дома. Выпустив свою первую книгу, пришло понимание, что весь жизненный опыт только способствовал творческому начинанию и восхождению на новый уровень развития. На презентации Сергей пообщался с читателями, рассказал о своих планах на будущее и подписал авторские экземпляры. Сергей Григорьевич поразил меня тем, что он прекрасный оратор на его презентации. То, что он очень приятно общается с публикой. И удивительно то, что, мы отметили 46 нашему лет городу, да, и впервые, что в нашем городе человек написал детектив. Прочитали этот детектив, сюжет очень интересный, захватывающий. В конце сентября автор планирует отправить в издательство вторую книгу «Транзит», а к концу года еще 2 книги «Июльское утро» и «Убийство никому не нужного человека». Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нейрунгри. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.